Запись. Запись начинается, да. Угу. А только сейчас снимает, да? Да, запись только сейчас запустили. Да, Всем привет! Сегодня у нас скульптурная живопись. Вот, мы такую работу будем делать. Возможно, даже такую. Мы будем смотреть, сперва учиться. Вот. Немножко хочу рассказать о штукатурке. Вот такая паста есть грубая, да, рельефная. Используется для барельефа, для фактурной живописи, да. Вообще, почему вроде бы это штукатурка, да, форму не теряет и даже не ломается при высыхании, очень хорошо держится, да. И такие картины, они немножко тяжелые, но можно повесить и можно закрепить так, что вообще картина будет хорошо держаться, и вот эта картина очень, то есть долго будет храниться, да. А также такие фактурные картины можно делать панно, да, то есть можно прямо на стене, можно просто даже взять, говорят, кнауф штукатурку, и можно просто смешать с красками, добавив воды, можно делать фактуру на стене прямо. То есть такие декоративные, конечно, стоят дороже, чем взять большую штукатурку, и можно тоже что-то сделать, да? Фактурные стены сейчас очень популярны, вот. А также придумали такое, что можно сделать картину, да, то есть скульптурная живопись будет у нас. Также мы будем, еще хочу немножко о штукатурке все-таки не рассказала. Они бывают грубыми, бывают полупрозрачными, с оттенками разными. Бывает еще такое, что они могут быть как капельки. Это кристальная паста называется. Еще не только такие есть, можно туда просто даже блестки добавлять. А есть еще прозрачные пасты и пасты не пластиковые, а мягкие, или как-то, уже забыла название, но они больше как резина выглядят при высыхании, либо как пластик. А вот это более такая штукатурка грубая, фактурная, сильная, да. А еще есть такие штукатурки, которые добавлен туда шелк. Такие штукатурки, конечно, очень у нас не продается. Я искала и заказывала, пыталась в Билмарте, да, чтобы шелк отдельно заказали, именно волокна шелка, чтобы можно было смешать в пасту, то есть в пасту добавить, и либо уже готовые такие с шелком пасту купить. Вот. Конечно, если вы такие волокна найдете, ребята, можете сами добавлять свою такую пасту, и можно еще полировать. То есть нам нужен не только колер, да, дополнительно нам нужны еще такие краски, которые, ну вот это колер у нас, да, колер очень долго можно использовать. Они продаются в строительном рынке, и они хорошо, можно много раз использовать. А есть такие акриловые краски, они недолго служат. То есть получается, очень много нам надо акриловых красок, чтобы цвет добыть, то есть получить. А если мы будем колеры использовать, они будут очень контрастными, и добавлять нужно совсем чуть-чуть. Вот. А также, так, еще хотела рассказать. Ну вот, можно вот какие работы делать. Здесь цветок получился такой, да? Есть такие лепесточки можно делать. Ребята, видно вам? Или можно сделать розу, да? Или можно лилию сделать. Сохнет такая работа долго, да? Больше суток сохнет. И получается, при высыхании, даже если картину уроните, у вас ничего нет, ну, не сломается. А еще есть такой метод, можно самим делать даже, набрать в шприц большой, немножко штукатурки, туда бы больше воды добавить,
когда вы воду добавляете, вы можете получить такой жидкую штукатурку. И именно шприцом можно делать узоры. Очень хорошо делать. Обязательно найдите любую палитру, либо просто пластик, поверхность, чтобы гладкая была. Подготовьте. Берем нашу пасту, открываем. Ребята, у вас, если, вот смотрите, еще нужно мастихины, да? Мастихины бывают разные, да? Смотрите, разные формы все имеют. Некоторые маленькие, некоторые круглые, да? Ребята, твердые, очень сильно твердые не покупайте. Они хорошо служат именно только для смешивания. Ну, штукатура, красок, да? Они плохо гнутся, да? А есть вот немножко гнется, ну вот с этой стороны твердый. Но вот то, что гнется, вот это хорошо. То, что нам нужно, да? Вот, хорошо гнется. Вот такое надо брать. Треугольники и кругляшки. Чем больше ваш формат, ребята, тем больше... Вот это очень маленький формат, да? Можно такой мастихин использовать, можно такой. Они немножко ромбовидные, да? Конечно, и можно такой, да? Но если у вас формат более А5, это, допустим, А4, там уже нужны мастихины побольше. Так, давайте приступим. Вначале, ребята, нужно нашу пасту положить сюда, в палитру. Если у вас паста немножко твердее, нужно совсем чуть-чуть воды добавить. Но если у вас свежая паста, то не нужно пока что. Потому что мы будем туда краски добавлять. Если краски добавим, то уже более жидкая будет паста. Примерно я взяла столько. По мере необходимости мы будем сюда добавлять. На чем мы будем все это делать, да? Это может быть дерево, это может быть стекло, это может быть пластик, это может быть картон, грунтованный, негрунтованный, картон с штукатуркой, да, это может быть стена, это что угодно может быть, только поверхность должна быть твердой. Вот. Ребята, можем сделать пион, да? Либо розу. Давайте мы будем сперва учиться. Смотрите, взяли пасту. Вот. Можно пасту немножко как пирамидку сделать, да? Чуть возвысить, чтобы легче нам было брать. Второй мастихин вам может пригодиться для того, чтобы убирать лишнюю пасту. А то, что у вас открыто, нужно закрыть, потому что очень быстро сохнет. Ну, конечно, вся работа будет сутки сохнуть и более, да, то есть, 2 сутки точно будет, больше суток, да? Вот. Вот наша паста, мы немножко вот так отправили и пробуем. Можем сразу на палитре пробовать. Мы сперва учимся, либо можете прямо на картоне. Смотрите, можно вот так брать. Ребята, вам видно? Вот, допустим, вот у нас, да, вот так берете, вытягиваете и вот так попробуйте. С этой стороны взяли, потом с этой стороны. Вот так прижали. Затем опять снова вот так берем. Это надо несколько раз делать, потому что
Если вы сделаете много практики, то у вас будет каждый раз легче прорабатывать лепесточки. Попробуйте, несколько раз делайте, снова и снова. Еще можно так сделать. Если вы нажимаете больше, смотрите, вот с этой стороны сильнее нажимаете, а вот с этой стороны меньше берете шпатлевки, то есть пасты. И смотрите, как у вас получается. Сверху у вас длиннее выходит, чем снизу. Вот такие лепесточки еще бывают. Зачем добавляют шелк в штукатурку? Это мы пока, можете догадаться, наверное, это делается для того, чтобы сделать волосинки для розы, для пиона, для цветов, чтобы волоски выходили очень красивые, тонкие. И когда скульптурная живопись, штукатурка наша подсыхает, вот эти волокна тоже подсыхают вместе с пастой и очень красиво выходит. Опять же пробуем несколько раз. Если вы просто вот так сделаете, видите, она у вас непонятная получается, да? Но вот такую штучку тоже можно использовать. Используйте несколько мастихинов. Но можно, конечно, одним мастихином пользоваться, а вторым мастихин нужен для того, чтобы просто помогать себе. То есть мы можем... Вообще, самая лучшая палитра для скульптурной живописи – это пластик. Ровный такой гладкий пластик или оргстекло. Так, теперь пробуем ваши мастихины. Если у вас, ребята, подсыхает, вот хотела показать, подсыхает и вовремя вы не убрали, можете вот так чистить. Так очень хорошо чистится. Смотрите, попробуйте придавить вот с этой стороны, как у вас получится. А потом положите и новую пасту возьмите и с этой стороны давите. И посмотрите, с какой стороны вы давите, там больше пасты получится. То есть я снизу давлю, у меня получается вот с этой стороны больше, и здесь получается такой объем. Так. А потом я начинаю снизу, да, давить. И у меня тогда выходит за рамки мастихина. Эта лопаточка нужна для того, чтобы смешивать краски, а также подходит для скульптурной живописи. Вот видите. И можно вот так снизу придавить. И вот так получается у нас, да. Или можно, также можно еще по-другому сделать. Вот так можно вот так резать и взять лепесточек. Так, что не то. Можно еще также пальцем равнять и убирать лишнее. И при жаре где-то тут убираем лишнее. И можем взять вот так лепесточек и положить сюда. Давайте попробуем сперва. Это просто как бы тренировка, пока мы краски не смешиваем, а чисто штукатуркой пробуем. Тряпочка нужна, чтобы вытирать мастихин.
А можно, если тряпочки нет, просто вот так убирать. Очень легко убирается. Или пальцы протирать. Вот, лишнее можем сразу убирать. Так у нас лепесточек получился. И мы сюда ложим. Где-нибудь сюда. Надавливаем. И как раз, когда мы надавливали, паста закрепляется. То есть закрепили. Можем немножко придать форму лепестку. Вот у нас такой вот получился лепесточек. Далее. Мы хотим с этой стороны поставить лепесточек. Тогда нам нужно больше с этой стороны брать. Вот, допустим, взяли. Можем тоже попробовать. Здесь положить. И можем отсюда взять. Помочь себе вторым мастихином. И здесь положить. И придавить. Убрать лишнюю пасту, да? Здесь можно чуть-чуть подправить, можно чуть-чуть вот так сделать, да? Немножко форму придать. Можно немножко исправить, да? Вот так у нас получился. Ребята, вам не видно, да? Такой лепесточек у нас получился. Лепестки, да? Вот. Теперь продолжаем дальше. Сюда подложили. Если вам нравится лепесточек, можем брать. Если не нравится, пробуем заново. Можно сюда подложить. Тогда мы себе помогаем. Лишние лепесточки убираем. Снова берем с этой стороны. Можем сюда подложить. И у нас получается так. Очень аккуратно надо. Так получается у нас. Опять же взяли. Можем где-то сюда подложить, да? Давайте мы пока будем здесь подготавливаем центр. Можно пальцем взять, сделать такой полукруг. То есть не полукруг, а вот, ну, что-то такое круглое, да? И сюда закрепляем. Немножко где-то придавливаем, и у нас крепится. И снова вот берем, втягиваем. И у нас так получается. Вот, и нам это надо взять, да? Тогда убираем лишнее. Вот здесь взяли и сюда подложили. Это на центр будет. Так. И с этой стороны.
может сюда подложить. Немножко где-то убрать лишнее. И немножко вот так. С этой стороны закрыть надо. Да? Вот так у нас получается цветочек. Взяли и срезали. И сюда ложим один лепесточек. Немножко придаем форму. Если сильно жидко, то нужно чуть-чуть подождать. Все равно немножко начинает твердеть и лучше становится. Опять же взяли. Вторым мастихином помогаем. Вот, примерно у нас получился такой цветок. Затем мы все это убираем. Сюда мы добавляем краски. Можем разделить, ребята, на несколько оттенков, да? Допустим, нам нужно будет для лепесточков, то есть лепесточки еще как делать, да? Лепесточки очень просто делаются. Немножко берете сюда мастихин, немножко вот столько берете пасты, еще добавляем немножко и просто надавливаем. Убираем лишнюю пасту, и у нас получается такой интересный лепесток. И можно вот этот лепесток взять и сюда переместить. И что мы видим, да? Такой лепесточек у нас получается маленький. Вот, я поделила на 4 части. И сюда мы добавляем зеленый цвет. Если у вас акриловая краска, попробуйте смешать. Сперва по чуть-чуть добавляйте, сразу много не надо. Добавили и начинаем смешивать. Видите, какая яркая краска? Я добавила чуть больше сюда. Когда мы добавляем краску в пасту, да, у нас получается немножко, как сказать, влажная паста. Получается, иногда не всегда получается положить правильно, да, то есть может лепесточек все время падать из-за того, что много воды там, влаги, да, поэтому можно чуть-чуть подсушить, если вы очень много красок добавили. Просто пару минут, когда вы пробуете вот так смешивать, все равно вода испаряется. Сюда мы добавим красный колер.
Да, надо тут взять палочкой. Всем чуть-чуть добавим, смотрим. Если вы акриловыми красками пользуетесь, ребята, одевайте фартук, либо одежду, которую не жалко выбросить. Видите, я совсем мало колера добавила, у меня получился такой ярко-розовый цвет. Конечно, до идеала смешивать я вам не рекомендую, потому что если вам там попадает чуть-чуть белая штукатурка, очень красиво смотрится, даже когда у вас попадает зеленый цвет. Вот. Так, сюда можно добавить немножко желтый, да? Давайте добавим желтый цвет. Когда мы добавляем немножко какие-то теплые и холодные цвета, картина становится очень интересной. Ой! У меня чипы. Так. Случайно так много упало. Как-то не получится. Так. Желтый я не планировала, чтобы у меня прям краска вывалилась. Тут смешала желтый цвет. И можно, конечно, какой-то холодный добавить, да? Либо можем еще другой добавить красный. Давайте, может, теплый красный добавим. Можно теплый красный добавить. Или пурпурный, да? У нас это какой колер? Он какой-то розовый. Темно-красный. Давайте красный добавим. Этот цвет должен быть немножко другим. Чуть-чуть добавим. О, очень классный цвет. Совсем немножко добавила красного темного. У меня такой нежный розовый получился, светлый, яркий, да, теплый. А этот розовый более холодный. Можно также смешивать цвета и получать какие-то оттенки другие. Можно сделать оранжевый цвет, да? Вот так мы смешали. Немножко желтый у меня очень жидкий получился, потому что там очень много краски вывалилось. А вот этот уже подсыхает. Видите, я не боюсь смешивать краски, потому что когда смешивается, наоборот, становится очень интересно. У вас грунтованный картон, да, белый цвет. Можно этот картон пройтись пастой, можно все это заполнить, да, но пока я не рекомендую, потому что это нужно делать заблаговременно, то есть заранее, да, потому что когда наша основа долго сохнет, у нас не получится положить, то есть плохо ложится, лепесточки ложатся плохо, из-за этого просто на любом картоне можно просто акрилом покрасить с кистью, да, и можно уже, у нас, знаем, как акрил быстро сохнет, мы можем просто лепесточки туда ложить. Вот. Давайте начнем. Так. Может, пионы сделаем? Какой у нас пион? То есть я буду показывать вот этот цветок. Еще, может, вот эти сделаем отдельно. Так, у меня такой маленький формат будет.
Подготовьте второй мастихин, чтобы было легче работать. Вначале давайте, может, немножко где-то бутон можем сделать, да, отдельно. Тут слишком маленькое пространство. Ну, давайте с центра начнем. Мы начнем с лепестка зеленого. Можем еще немножко какой-то другой цвет добавить. Чуть-чуть. Немножко потемнее сделаем. Местами. Ваши колеры и краски должны быть закрыты, потому что акриловая краска очень быстро сохнет. Взяли. Это нужно для того, чтобы сделать зеленый лепесток. Попробуем здесь. Положили, да? И можем даже отсюда взять и переместить сюда, да? Давайте переместим. Только надо очень аккуратно. Немножко прижать. Если сильно жидко будет, то если будете вот так делать, может выпасть. Здесь, получается, мы закрепили. Изнутри закрепляем. Вот, у нас такой лепесточек получился. Можем попробовать тоненько сделать. Тоже пробуем сперва сюда. Не обязательно это перемещать, да, ребята? Можно прямо здесь сделать. Так. Немножко придерживаем. И вот. Второй лепесточек готов. Вот так у нас второй лепесточек получился. Вот. Затем можно еще добавить сюда зеленые лепесточки. Вот смотрите, если вы вот так сильно делаете, да, боком, тогда у вас очень толсто получается. Вот. А если вы совсем потихонечку берете, да, тогда потихонечку, если берете, у вас, смотрите, тоньше получается. Вот. Сюда я немножко добавила розовый. То есть местами у нас немножко розовый появится. Вот так разворачиваю и сюда прямо ложу. Где-то немножко придаю формы. Вот такой у нас получился листок. Можно еще сюда несколько добавить. Вот так прижали. И у нас вот такой второй лепесточек получился. Вот.
Где-то можно еще добавить вот снизу, да? Можете, ребята, фантазировать, можете любой другой цвет добавить. Можно сделать серым, да? То есть не обязательно делать именно такие цвета яркие. Вот, и сюда немножко я добавлю. Вот. Это напоминает, как крем, да, у нас. Бывает, что когда форму делаем. Как кондитеры на торт делают. Да, торт можно. Также мастихином попробовать, да? Вот. Теперь мы делаем лепесточек. Ребята, что непонятно, спрашивайте, пожалуйста. Сюда мы добавим, начнем, скорее всего, с темного, да? С темного. Это не темный, конечно, но немножко темнее, чем светлый и красный. Где-то можно немножко белила добавить, да? Вот смотрите, попробуйте вот так тоненькие лепесточки сделать и просмотреть. Вот с этой стороны у нас такие ребра появляются, да? А вот с этой стороны очень гладко. Можно и с той стороны использовать, и с этой. Вот, положили и смотрим, да? Вот этот лепесточек можно было сразу сюда ложить. Так как у меня формат маленький, мне немножко сложно. И берем отсюда. Ой, бывает такое, что падает, да? Так. Видите, много разных оттенков появились, да? Немножко белый, темный, розовый, пурпурный и немножко зеленый туда добавился. И мы хотим где-то поставить сюда, да? Можно и пальцами пробовать. Лучше помочь себе мастихином. Положили. И нужно, ребята, обязательно закрепить. Иначе у вас просто лепесток выпадет. Вот, один лепесточек мы поставили. Если хотим немножко подвигать, потому что смотрим, да, чтобы где-то, чтобы композиция была. То есть нужно хорошенько скомпоновать. Также я продолжаю. Я уже надавливаю больше в этот угол. Тогда у меня здесь начнет расти лепесточек, да? Вот, я сильнее надавливаю, у меня тут играет не только розовый цвет, но и белый. Поэтому, ребята, когда у вас больше оттенков прибавится, это наоборот классно. Вот, и можно, конечно, прямо сюда поставить. Тогда нам нужно себе тоже где-то приоткрыть, помочь. Я тут хочу сюда подложить под этот лепесточек. И придавила, да? И получился у нас вот такой 1/3, да? То есть объем у нас получился. Угу. Конечно, было бы здорово, если у нас был бы шелк. Тогда можно было бы заметить, что вот эти уголки будут такими с волосинками. Это очень красиво смотрится. Конечно, если у вас все-таки сильно падает, можете туда подложить еще отдельно взять внутрь. Ну, конечно, или чуть-чуть придержать, и видите, все равно высыхает. То есть уже не лежит. Вот. Чуть-чуть где-то я испачкала. Можно даже прямо тут исправить. Так, что у нас дальше? Дальше можно немножко зеленый взять, немножко желтый взять, да? И туда же добавить розовый. Смотрите, вы добавили несколько оттенков, и у вас
очень красивый разноцветный лепесточек получился. От желтого до зеленый, желтый и розовый присутствует, да, пурпурный. Опять же сюда положили и посмотрели, да, куда можно этот лепесточек добавить. Конечно, этот лепесточек было бы хорошо внутрь добавить, когда нам нужно вот с этой стороны придумать, да. Я пока оставлю этот лепесточек, буду использовать именно для центра. Вот. Если мы все время с этой стороны берем, то у нас лепесточек к этой стороне будет. А если мы с этой стороны берем, то лепесточки с этой стороны будут. Нужно это запомнить. Тоже пробуем ложить, смотрим, да. Мне это пока не подходит. А можно просто убрать, удалить и заново пробовать. Вот у меня такой хороший лепесточек получился. Хочется положить вот с этой стороны, да. Еще нарастила. Вот такой красивый, интересный лепесточек получился, ребята, видно? Кажется, очень плохо. Вот так нарастили, можно еще нарастить. У нас, видите, с этой стороны волны, а с этой стороны очень гладко получается. И можно где-то сюда подложить. Вот. И у меня даже, смотрите, вот эта волна, она остается. Попробуйте, ребята. Очень красиво. Спасибо. Я уверена, что у вас тоже получится обязательно. Так, с этой стороны тоже хочется положить. Конечно же, розы немножко по-другому делаются. Для розы хорошо вообще подходит именно шелковая штукатурка, то есть добавлением шелка. Здесь можно шелк не добавлять, но, конечно, было бы здорово добавить. То есть почти вот этот пион у нас, ребята, почти очень похож немножко с техникой розы. Но розу немножко можно без шелка сделать, то есть, точнее, можно гладкую сделать, да? Вот, да. Можно взять гладкую штукатурку, то есть гладкая или грубая называется. Вот, что я в этот раз забыла рассказать. Вот этот лепесточек я хочу где-то здесь нарастить. Я еще взяла. Надо обязательно прочувствовать форму, ребята. И где-то хочу сюда положить, да? Вот, я сюда подложила. Убираю лишний остаток, который есть, да? Вот. Где-то сверху не доложила, получается, да? Если, ребята, мы не доложили, можно доложить. То есть как делается это? Дальше взяли. Вот кусочек, да? Тут лишнее убираем. Берем остаток. И можно где-то сюда положить, да? Только нужно приоткрыть. Если где-то у вас оказалась пустота. Можно здесь же прямо подправить и взять, да? И сюда же где-то немножко приоткрыть. Вот, и сюда подложить. Вот так где-то подложили сюда, да? Чуть-чуть приоткрыли и обратно немножко сдвинули, да? Извиняюсь. Вот так у нас получается, ребята. Что нам дальше нужно делать? Здесь уже немножко по-другому будет. Потому что у нас центр. Хотя это у нас не роза, же приоткрыто будет, да? Можно центр немножко желтым сделать. Угу. Давайте продолжаем. У меня сильно желтит, ребята. Можно, конечно, в желтый добавить немножко красного, да?
чтобы получить оранжевый цвет. Но сильно тоже не смешивайте. Пускай где-то будет такой разный цвет. Вот так сделаем. Взяли кусочек, да? И где-то сюда надо подложить. Вот, подложили, немножко развернули. Надо обязательно закрепить. Также следующий. Я немножко разные оттенки добавляю, ребята. То есть пусть где-то бегает там белый цвет, да? То есть не бегает, а будет, да? Немножко желтый добавили с розовым. Вот такая интересная композиция. Такой с оранжевизной, с розовизной и желтизной. Вот, я сюда опять же положила на палитру, то есть в палитру все ложу, где-то убираю, где-то срезаю лишнее. Вот, взяла. И надо где-то сюда, развернуть надо. И вот сюда положили, закрепили, ребята. Вот, очень классный желтый лепесточек положился. Надо где-то еще вот здесь положить, да? Чего-то где-то здесь не хватает. Я здесь уже такой нежный розовый взяла. Вот. Нужно развернуть. Если не нравится, надо сразу убирать и заново делать. Когда вы несколько раз делаете, у вас, то есть вы учитесь так быстрее. Угу. Заново стирать. Вот. Такой кусочек у нас получился. И можно сюда положить, да? Такой же нежный розовый у нас идет. Закрепили. Конечно, если вы, ребята, большой формат выберете, немножко по времени, конечно, это дольше получается, потому что нужно сделать несколько цветов. Да? В большом формате очень хорошо сделать композицию из нескольких цветов. Да? Здесь бутон сделать, да? И вот этот траву где-то дорисовать, да? Вот эти лепесточки. Можно также где-то веточку сделать. Да? Берем шприц, штукатурку немножко разбавили и шприц, то есть положили, да, и надавили. Если сильно много штукатурки будет, тогда шприц не будет надавливаться, ребята. Поэтому немножко более жидким надо сделать, да? Вот. А дальше можно сделать так, чтобы на ветке сидит птичка, да? Тоже очень интересно. Конечно, можно, мастихином не только делают цветы, да? Также делают другие. Море можно сделать, траву, да? Можно делать очень интересные композицию из разных узоров, да? Также можно добавить цветочки. Харсхал можно делать, да? Все это очень интересно. Не имеет никаких границ, да, можете сами придумать, вот, то есть это очень интересно. И когда вы так вот смешиваете цвета, да, все это очень классно получается. Обязательно найдите время, на YouTube у нас будет сохранен видеоурок «Добрый почин». Обязательно туда подписывайтесь, ставьте лайки и тоже пробуйте другие мастер-классы маслом, если акварели.
Так, вот. Я немножко, опять же, смешала желтый с зеленым. И плюс розовый, да, такой. Немножко охристый цвет получился. Где-то я хочу положить сюда, да. Значит, что я делаю? Опять же, сюда положила. Можно убрать, срезать лишнюю пасту и сюда где-то подложить. Внутрь надо, да? Или можно вообще сделать снаружи. Снаружи. Если у нас лепесточек, ребята, маленький получился, то лучше вперед положить. А если у нас лепесточек больше получился, то это уже нижняя часть, более раскрытая, да, вот с этой стороны. Ой. Угу. Вот сюда я подложила. Хочу где-то закрепить. Вот, закрепила. Смотрите, нигде не падают лепесточки, но, конечно, мы не будем разворачивать, потому что вот эти лепесточки еще не закреплены. С этой стороны нам надо чуть-чуть больше нарастить. То есть, получается, вот эта часть будет больше объема, чем верхняя часть. То есть здесь не хватает у нас еще других оттенков. Я хочу добавить еще белую штукатурку, потому что с белым цветом розовый очень сочетается. Именно нежный роз, даже зеленый сочетается. Я немножко беру, смотрите, опять же добавляю и белый цвет, да? Или можно где-то немножко смешать с белым, да, такой нежный розовый получается. Можно где-то еще добавить желтизну. Вот. Такой у нас получился. Либо можно сюда подложить, да? Не присокрыть. С этой стороны у нас не получится. Давайте я хочу с этой стороны чуть-чуть добавить. Взяла и снова где-то сюда хочу добавить. Вот острый очень хороший мастихин, да? Острый мастихин очень хорошо крепить, закреплять. Либо двигать, да? Сюда еще не хватает каких-то таких желтых, оранжевых. Вот тут не хватает. Вот такой у нас получился верх. Можно еще вот здесь нарастить большой лепесточек. Вот эта сторона. Где-то здесь еще не хватает зеленого, да? Можем еще зеленый цвет добавить. Здесь я сразу закрепляю снизу. Получается, ой, немножко где-то срезалась, да? И здесь же сразу я исправляю. Эта ошибка здесь получилась. Такой у нас листочек получился. Цветочек, да? Это у нас пион. Ребята, когда вы будете много делать, то быстро научитесь. Можете еще что-то свое придумать, да, свою технику. Это хочу здесь нарастить.
С этой стороны еще один лепесточек нужен. То, что мешает, я сразу убираю. Если у вас штукатурка подсохла, ребята, добавляйте туда воду. Чуть-чуть, капельку совсем. Не надо смешать. Так, нарастили. И сюда. Закрепили. Хочется, чтобы вот это так. Вот. Так интересно получается. Можно здесь чуть-чуть приоткрыть, чтобы следующий цветочек сюда положить. Да? Хорошенько закрепили. Так. Давайте сделаем перерыв буквально 3 минуты. Я сейчас подойду, ребята, пока нижнюю часть, кто не успевает, заканчивайте верхнюю часть, а нижнюю часть я покажу, как делать. То есть почти так же делаем. Вот, надо где-то подложить. Тут еще надо нарастить, но это я покажу чуть погодя. Спасибо. И вопросы задавайте, ребята. Я отвечу обязательно. Продолжим. Так, здесь у нас нижнюю часть будем делать. Так, здесь опять же нарастили. Вот так у нас получается. Можно посмотреть, да? Можно сюда добавить. Можно просто сюда добавить.
наружную часть добавим, лишнее убираем. Да, может еще нарастить надо, или достаточно. Давайте подложили, убираем лишнее. Вот, и нужно приоткрыть. Так, плату сюда надо. Надо вот открыть чуть-чуть. И прижать. Можно чуть-чуть форму придать, да? Так. Вот. Можно вот этот листочек чуть-чуть объемнее сделать. Конечно, когда подсыхает, ребята, уже невозможно будет немножко изменить форму, да? Поэтому форму нужно менять сразу. Когда подсыхает, уже начинает трескаться. Поэтому будет невозможно поменять форму, да, где-то придать объем. Поэтому сразу, ребята, смотрите. Вот у нас такой цветочек получается. Здесь далее, как говорила, вот с этой стороны где-то не хватает, да? Где-то нам чуть-чуть добавить сверху. Это сверху можно сюда добавить, да? Где-то не хватает. Нужно где-то внутрь. Вот это нужно чуть-чуть приоткрыть. И добавить сюда. Вот такой листочек интересный получился. Далее. Где-то хочется немножко более белого цвета добавить листочек с этой стороны. Тоже нужно закрепить. Все закрепляем изнутри, ребята. Вот. И немножко двигаем. Затем далее. Надо хочется вот это прибавить, да? Этот листочек можно добавить вот с этой стороны. Добавить.
чуть-чуть приоткрыли. Так вот, у нас получился вот этот лепесточек. Можно чуть-чуть подвигать, да? Я чуть-чуть придвинула, чтобы скомпоновать, да? Пока еще не высохло, можно. Но надо быть осторожным, потому что может другие лепесточки треснуть. Затем вот тут еще немножко призакрытый надо сделать. Хотя надо еще добавить вот с этой стороны, да? Какую-то форму. И снизу надо сюда положить, надо закрепить. Вот, закрепили. Это у нас нижняя часть. Но нам нужно еще вот этой части не хватает. Вот так сделали, дальше положили, взяли с этой стороны, ребята, и вот тут закрываем. Если нужно убрать какую-то часть, дальше убираем лишнее. Хочется вот тут добавить. Это у нас лишнего очень. Вот так у нас получилось с этой стороны. Можно приоткрыть. Так вот. В эту сторону можно сделать так вот. И где-то сюда подложить. Видите, у нас получается такой, начинается объем с этой стороны, как говорила. Дальше положили. Немножко вот так прижали. И это можем где-то снизу положить, да? Или тут приоткрытым сделать. Можно сделать немножко приоткрытым. Тоже прижать. Можно еще немножко добавить с этой стороны.
Я немножко зеленый добавляю, у меня такой немножко сероватый цвет получается. Классно. И вот этот лепесточек можно излишне убирать. Можно вот так прижать. Где-то можно сюда, да? Если... Ой. Так. Это надо с этой стороны добавить. Немножко вверх приподнять лепесточек, чтобы получился объем. И где-то слегка можно, в пионах бывают еще совсем тоненькие лепесточки, можно такие лепесточки сделать. Немножко вот такие. Это срезать, убрать лишнее. Вот такие тоненькие. Где-то местами виднеется. Можно где-то сюда добавить. Да? И с этой стороны. Опять же убираем лишнее. Ребята, вопрос есть, спрашиваем. Вот тут положили. Это еще можно добавить, да? Еще слегка можно добавить. Вот. Наш цветок готов. Вот такой у нас цветочек получился. Можете посмотреть. Вау, как настоящий. Спасибо, ребята. Покажите, пожалуйста, ваши работы. Наш цветок готов. Видите? Это цветочек получился. А у нас нет, далеко еще не слышим. Можете посмотреть. Вау, как настоящий. Спасибо, ребята. Покажите, пожалуйста, ваши работы. Надо будет как-то это сделать. Точно такое. Надо будет точно как такое сделать, чтобы понять, ну, понимаете вообще, как мы. Ой, меня слышно? Алло, меня слышно, ребята?
Да, да, слышно. Вопрос задайте, пожалуйста, скажите, пожалуйста, повторный. Вас плохо слышно. Вас очень хорошо слышно и видно. А вопросы были, ребята? Не было, мы просто смотрим, наблюдаем. У меня, например, вот раствор получился жидким, поэтому я не смогла как его сделать. Просто я Нужно смотрю. чуть-чуть подождать, чтобы ваш раствор немножко подсох. Нужно просто смешивать подольше вашу штукатурку, и немножко будет подсыхать, и легче будет. Я обязательно сделаю мастер-класс очно насчет скульптурной живописи. Буду показывать именно, как это делается. Отлично. Вот. Здесь у нас получается это пион, да? А можно еще розу сделать, да? Или можно показать, как делается бутон, да? Давайте покажу, как делается бутон. У нас бутон будет желтого цвета. Вот так прямо можем грубо взять. Тогда у нас получается, видите, очень объемный. Для себя подложите сюда. Можно сделать центр, да? Центр тоже так берем, срезаем. Вот этот кусочек будет нужен нам. Сюда внутрь можно подложить. Можно чуть-чуть раскрытый бутон сделать, да? Слегка срезать надо. Слишком большой. А у вас паста еще осталась, да, или вы все использовали? Паста у меня, это большая паста, которая 500 миллилитров. Здесь еще половина есть, осталось. Мгм. То есть это хватает, даже у меня тут в палитре еще осталась штукатурка, это хватает на такой размер точно. То есть, получается, можно 3 таких цветка сделать, такого формата. Здесь, получается, я сделала очень объемно. У нас вот очень классно получилось. Так, я хотела показать, как бутон делается. Да? Вот этот один листочек у нас будет. Можно еще пальцами, да? Центр сделать. Обязательно нужно пробовать, чтобы научиться. Именно на практике, ребята, мы учимся. Так, прижали, и получается вот тут где-то мы немножко внутрь где-то закрепляем. Это надо чуть-чуть присокрыть. И как раз с другой стороны сделать. Так, положили. Опять же, это сюда добавляем. Немножко приоткрытый бутон у нас получился.
И так можно начать делать розу, по идее. Роза тоже очень легко делается, на самом деле, если научиться, да. Вот вначале бутон сделали, а потом уже можно делать розу, да. Так, что-то не то. Чуть-чуть еще не то. Решим схему. Кусочек взять. Можно сюда положить. И тоже закрепляем. Вот у нас немножко роза получилась. Бутон уже раскрывающийся бутон. Также можно сделать закрытым, да? Просто закрыть с двух сторон. Тогда у нас закрытый будет. Бутон делать очень легко. Тоже вот сейчас у нас открывающийся бутон. Тоже дальше нанести. И получится у нас где-то можно сюда добавить, да? Можно чуть-чуть даже вверх, чуть-чуть придавить. И примерно так будет. Видите, у меня подсыхает уже. Так, у нас где-то здесь, сюда. Может, сюда положить. Вот такая вот розочка. Этот кусочек можно положить. Это здесь. Все это очень легко делается. Так, опять же приоткрываем. И берем наш листочек.
Немножко сильнее, да? Это тут надо тоже закрепить, если не крепится. Тут немножко можно вот так сделать. Можно еще такую розу делать. Такая роза легче будет. У меня опять же похоже на пион. Да. Скорее всего, у меня опять пион в сторону получится. Розы делать, по идее, легче, чем пион. Так, берем. Опять же, можно форму как угодно придать. Вот, можно вот так сделать. Конечно, можно еще не только можно делать шприцом, да? Тоненько берете и сюда надавливаете. Вот этот можно слегка подрезать, придать форму. Сюда же добавить еще другие листочки. Вот такой у нас получился. Можно где-то строфу добавить. Да? Вот. Можно где-то. Можно здесь бутон добавить, да? Бутон появится. И чуть-чуть призакрыть. Вот так делается бутон. Хочется еще чуть-чуть добавить сюда. Можно еще тут один бутончик сделать.
Можно также ирисы делать тоже очень классно. Там надо тоже время, чтобы ирисы показать. Если вы научитесь работать мастихином, вам очень легко будет. Вот так еще у нас еще одна композиция получилась. Желтые цветы, и также розовый пион. Можно такие... Ой. Как барельеф, да, это получилось? Да, получилось так. Ага. Так, у нас что-то тут произошло. Но можно легко исправить. У меня чуть-чуть вот подсыхает, ну чуть-чуть стал объем, но такого пока нет, как у вас. Ну, Да? я поняла вот суть дела в чем. Нужно вот Надо еще... Да. заранее надо делать пасту, чтобы она была чуть подсохшая. Ну, по идее, можно сразу даже делать. Просто вы немножко воды добавили или много красок? И получается, я больше воды добавила, потому что она же очень быстро твердела раньше, когда я делала. Я по чуть-чуть раньше добавляла. Но ничего, что-то такое абстрактное я сделала для себя. Молодец. Покажите вашу работу, пожалуйста. Это, конечно, как детский сад. Вот так вот. Такая получилась. Как миленько. Хорошая работа. Ну вот на пластике вот так вот. Видите, вот у меня вот чуть-чуть стало твердеть сейчас. Вот пробовала вот. Ну, очень интересно мне было. Угу. На пластике, да? Да. Для первого раза. Открыли какую-то новую технику. Да, использовала вот флакон для краски. Ну, от краски для волос. Вот видите, он накапает. Ну, жидковато, конечно. Вместо шрифта, ну, как бы шрифта можно. Потом, когда подсохнет, можно же мозаику из этих готовых цветочков сделать, оказывается. Да, получается, это как этот витраж получилось у меня. Да. Ну, тоже Потом интересно, можно это на первый раз-то. куда-то подклеить на вазу или что-то такое, думаю. И будет. Не, открыточку, картину можно объемную сделать, почему в рамочку потом. Не, нормальненько. Вот это вот с красными голубыми цветами, вот трава, целая поляна трав. Симпатичненько, мне очень нравится даже. Спасибо. Ага, очень даже По-моему, ничего. олив, это вышла, что ли? А, нет, есть. Ее видео пропало. Маленько чуть-чуть звука не было слышно. Чуть-чуть не было слышно, когда я рассказывала. А так нормально. И вообще, да, очень хороший мастер-класс, конечно. Тут, ну, можно было видеть там и в ютубах, и все везде. А когда вот сидишь вот воочию смотришь, это как-то даже... Это совсем другой YouTube. Совсем другой, да. Это такая энергетика идет. Можно вопросы энергетика задавать. идет, да. Так что, думаю, надо еще это дело повторить.
Мгм. Ну вот надо достать. Я еще вот сижу дома пока с больной ногой. Схожу вот эту. Это специальная паста, оказывается, такая акриловая, да? А я вот видела же такие картины, думаю, из чего же они делают? Может быть, гипс с алебастром это смешивают или как? Ну, это для пробы можно же использовать, почему нет? У меня была краска как раз такая структурная. Я ее вот не нашла. Она такая, как паста была. Я на нее понадеялась, но не нашла. Какой-то Ну, у белый вас же... порошок нашла. Не знаю, что это. Я Наверное, вот думаю, может быть, штукатурка. на такую жидкую краску, как ваша, по чуть-чуть делать надо гипса наливать. Гипс, ну, правда, он быстро сохнет, но если так подноровиться, бастикой работать, можно делать. Я как-то с внуком мы пытались было делать, тоже где-то подсмотрели такую работу, но мы макали вот в этот гипс, макали искусственные цветы и листья. Так макаешь их и ложишь. И ну, потом, когда подсыхают, они так как-то подсыхались. Неплохо как-то было. Я Нет, думала, вот ну, когда так, надо именно, она очень быстро твердеет, а сегодня почему-то у меня жидкая получилась. ну вот жидковато. Обычно Жидковато, так и видно, что бывает. жидковато. Мгм. Ну, Спасибо за ясненько. внимание. Что, у нас, видимо, закончился, да, наша связь наша, Zoom наш закончился. Было очень приятно, интересно, надо попробовать. Надо обязательно попробовать. Спасибо. До свидания. Алиф, вас не слышно. Алиф, вас не слышно. Меня слышно? Сейчас слышно стало. Ой, извините, у меня, кажется, почему-то звук приживается. Я говорю. Тут параллельно идет, да. Ага. Я здесь. Я все слышала. Очень интересная техника, что придумали. Гипс предложили, да? Молодцы. А у вас, получается, не паста, да? Грубая? Нет, у меня не паста, я то, что нашла дома, вот перемешала. Ага. У меня Ух ты, как затирка была, интересно. еще какой-то белый порошок был. Вот у меня паста сейчас только вот твердеет. Видите? Ага. Очень молодец, очень интересно. А вот можно еще, думаю, штукатурку пробовать, по идее, с водой Да, и я, по-моему, добавляют. что-то такое нашла, белый порошок. Я Да? хотела вот такие полевые цветы сделать на самом Ага. деле, да? Ух Это ты, я из Иван. кожи делала. Ага. Но Красота. как видите, не получилось. Ну ничего, я потом еще попробую, погуще сделаю. Сейчас просто посмотрели, как вы работали. Спасибо, И, ну, очень как вы для интересно. себя. Мгм. Спасибо вам. Обязательно попробуйте пасту приобрести, попробовать Ну, именно просто я не консистенцию. успела. Да, я поняла. Это надо Попробуйте именно идти. консистенцию, а можно и попробовать сделать из штукатурки строительной. Вот Говорят, тоже чуть-чуть, вот делают. видите, стало это твердеть, Мгм. объемнее Ну вот я стало. тоже думаю, Ой, штукатуркой можно молодец. попробовать. А пока руки набить, можно штукатуркой попробовать, думаю. А Можно же? потом идут Чтобы Можно, потому набить что руку, а потом для картины специально купить вот эту вот да, пасту. хорошая идея, потому что увидела работу строителей, что они и рельефный барельеф делают, и штукатуркой самые обычные, делали форму прямо на стене, такие ручные работы. Да, сейчас это очень как-то модно, скажем так, делать картины объемные на стену. Да, это будет здорово. Спасибо большое, спасибо. Вдохновили. Спасибо. Спасибо. И еще хочу Спасибо большое. сказать, что Ну, надеюсь, мы еще обязательно- как-нибудь встретимся по другому поводу также. Ну, продолжим вот это вот, может быть, натюрморт, то есть не натюрморт. Вот вы предварительно показывали картину, да, и вот картина у вас была вот у другого человека. Это, видимо, по отдельности сделанное и собранное, да? Или тоже так же слепленное в одну кучу? Покажите-ка картину. На тебе уже. На. Вот сейчас девушка показывала работу свою. Сама хотела показывала. А нет? Да. Ух ты. Покажите-ка ту работу, тоже как-то интересно. Ой, классно. Кто это? Добрый почин, вообще супер. Объемно получилось. Молодец. Ух ты. Красота. Молодцы, ребята. Наша задача была сделать объем же, да? Да. Угу. Ну, я сегодня как наблюдатель, ничего у меня с собой нет, но
А вот еще в следующий раз тоже будут очень интересные это мастер-классы. Ух ты, молодец. Здорово, здорово. Молодцы, ребята. Супер. Ребята, на следующем уроке у нас может будет тоже штукатурная, может маслом будет. Обязательно следите за новостями. Да. Хорошо. Будем ждать, Анна. Спасибо. И скоро будет открытие выставки. Обязательно пригласите. Вот тут солдат, который не мечтает стать генералом, да сразу на выставку. Ребята, свои работы можете фотографировать и отправлять на выставку. Здорово. Ну, это как-то обязывает и мотивирует, скажем так, новое слово, да, мотивация. И еще у меня будет приз для вас, кто будет участвовать именно от меня. Я пока не знаю, думаю, может, картину подарок сделать. Ну, это хорошо, конечно, здорово. А потом же ее можно в готовом виде, всякое же можно, в рамочку посадить или еще что-то, да? Это сделать. А именно вот эти работы? Да. Ну, вот ее же можно заказать. Багет заказать можно. Да. Рамочку. Багет вообще классно будет смотреть. А их надо потом сверху, надо каким-то вот лаком покрыть или чем-то, или пусть так остается. Пусть так остается, не надо ничем покрывать. Покрывать не надо. Да. Ну, хорошо. А вот, например, вот вы сделали же, вот пионы сделали, а фон остался картонкой. Вот картонка серая, да? А его можно как-то вот закрыть? Ну, чем-то не знаю как-то. Можно, конечно. Взять акриловые краски, можно даже эмаль взять белый и просто кисточкой пройтись по картону. Тогда у вас фон будет очень классный. И, конечно же, если вы сделали вашу скульптурную живопись именно в белом цвете, можно также поверх красить акрилом. Ну, конечно, сверху отдельно покрасить. Да, сверху отдельно покрасить. Это не очень красиво выглядит, но можно попробовать. Но это тоже своего рода по-другому техника. Но лучше смешивать краски. Ну, это интереснее. Это, конечно, интереснее. Это очень интересно. Вот когда мы много цветов смешиваем, вот плохо камера передает, там на самом деле не только розовый. Он почти как живой получился. Да, разноцветный прям. Да. Кисточкой, конечно, такого эффекта не добьешься. Да, такого эффекта не будет. Можно даже попробовать не только грубую пасту, да? Еще немного про это не рассказала. Ребята, вот кристальная паста, она как будто внутри клей, ребята, и внутри вот эти шарики. Вот эти шарики можно, после того, как у вас ваша работа готова, можете кистью брать и просто наносить в кончики. Тогда у вас прозрачная роса будет. Такие кристаллики. Не только такие кристаллики, ребята, есть разные, есть и блески есть, да, и можно просто купить, да, добавлять такие блески. А вот это вот паста так и называется, да, паста для объемной живописи? Нет, вот это большая банка. Нет, это паста рельефная, грубая. Рельефная, паста рельефная, понятно. Рельефная называется, да. А есть еще гладкая, есть еще прозрачная, кристальная паста. Они все отличаются. Есть просто со цвета, а есть еще с этим, с шелком. Разные эти добавки делают. И эти добавки очень классно сочетаются. Можно не только цветы делать, можно и вообще картины в целом природы, животных, можно и деревья. А еще, ребята, есть. Я в лавке художника была, я там видела
что есть жемчужная паста под жемчуг разными дополнительными оттенками. Это в такие тюбики продается. Там же сразу дырочку делают автоматом, когда вот так зажимают. И вот эти капельки оставляете на поверхность, на любую поверхность. Когда подсыхает, там наполовину жемчуг получается. Либо можно также вот узоры делать. Кстати, насчет пасты рельефной, да, можно, конечно, добавить также, сделать водянистым, набрать шприц. И можно делать интересные узоры. Вот очень хорошо сочетаются цветы с узорами. То есть, получается, вот цветочек сделали, и где-то там белые узоры, или там с блесками, полупрозрачные. Вот эти шприцом очень классно получается, эффектно. И еще одно есть такое. Вот взяли вы картон, да? Картон взяли, сюда сделали какой-то другой цвет, несколько цветов смешали, и начали вот сюда вот так замазывать. Именно у вас он может быть грубым, очень красивым и такой разноцветным, а потом чуть-чуть подсыхает у вас вся эта поверхность, да, и уже начинаете делать розу. То есть, получается, фон тоже рельефным будет, таким интересным. И чуть поверх можно закинуть. Чей-то звук очень мешает. Скоро открытие у нас на нашей выставке «Добрый причин» будет, ребята. Скоро тоже новости выйдут в Инстаграм и в WhatsApp. Обязательно смотрите открытие, тоже скоро вас позовем обязательно. Там будут очень классные призы, участвуйте. А также лично от меня приз будет. Всем спасибо большое, что посетили наш мастер-класс. Можете также участвовать, посмотреть другие YouTube мастер-классы и участвуйте, ребята. Вам только нужно отправить фотографию на выставку, и вы уже будете автоматным участником. Заполняйте фамилию, имя, отчество, возраст. Ну, возраст не обязательно, наверное. Вот, и отправляйте, пожалуйста. Ждем всех. Всем пока-пока. Удачи. Больше много творческих успехов. Пробуйте. Только практика поможет быстрее отрабатывать, все это сделать. И работы отправляйте координатору 8914 305 75 44 Аида Васильевна. И отправляете ваши работы, ваши фотографии, а также можете отправить не только работы, которые на мастер-классе, можете на тему Аланхо, природы, национального костюма сделать картину. И тоже на конкурс, на выставку отправить. Вот, всех ждем. Спасибо большое. Пока-пока. Большое спасибо, Али, за мастер-класс. И фотографии, пожалуйста, присылайте. Будем рады. И все ваши работы мы по желанию, с вашего согласия, на выставке будут выставлены. Вот. Ждем, ребят. Спасибо. До встречи. Пока-пока.